Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдаметова. О последних событиях прямо сейчас. Всемирная эпидемия не помеха крымскому туризму. В Бахчисарае отметили 169-й день рождения выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского. В режиме ожидания даже в непогоду жители поселка Школьное возмущены графиком движения рейсового автобуса. Именные турки в национальном стиле. Красота изделий бахчисарайского ремесленника в нашем выпуске. В республике началась подготовка к крымско-татарскому празднику весны Наврез-Байраму. Выставить барьер в аэропорту Симферополя и на границе с Крымом. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Напомним, в Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы пандемии действует режим повышенной готовности. Отменили все массовые мероприятия, начиная с сегодняшнего дня, будут проверять всех прилетевших в аэропорт Симферополь. Значит, сейчас выезжаете в аэропорт Симферополь, коллеги, вот прямо сейчас заканчивается наше совещание. И сегодня до конца дня полностью все меры по досмотру 100% прибывающих пассажиров в аэропорту Симферополь должны быть обеспечены, коллеги, на 100%. Договорились. Также глава Крыма пригрозил уголовным делом тем, кто умышленно будет скрывать факт пребывания за границей. Мы обращаемся сегодня к крымчанам, которые знают и сознательно на границе, при прохождении границы с Украиной, не указывают сведения о том, что они прибыли с территории европейских стран или стран, у которых... Это те, у кого есть биометрические паспорта. Коллеги, да. Я прошу всех помнить о гражданской ответственности, о том, что вы, имея риск привести сюда заразу, то есть подвергаете опасности жизни близких, родственников, соседей и других крымчан. Я прошу, коллеги, на границе разместить информацию. Значит, Игорь Николаевич, сегодня с погранслужбой разместить информационный стенд, что обращаемся ко всем в данном случае, указать, поскольку те, кто был по биопаспорту по украинскому за границей, не видят, но в базе не видно в данном случае, указать данные о том, что были. Если по итогу выяснится, что кто-то сокрыл, в данном случае привез заразу на территорию Республики Крым, значит, я буду настаивать на возбуждении уголовного дела, в данном случае уголовного преследования таких людей. Это безответственность в первую очередь. Ежедневный мониторинг всех сфер будет докладываться главе. К единому стандарту должны привести работу всех транспортных предприятий. Меры, связанные с дезинфекцией, то есть с работой водителей, непосредственно с режимом работы автостанций. Я знаю, что работа на Крымавтотрансе проводится. Тем не менее, то есть ежедневный мониторинг в данном случае и наблюдение Центру оперативного реагирования, контролировать в том числе работу всех и государственных, в том числе перевозчиков, с точки зрения предпринимаемых мер по предотвращению распространения инфекции. Мы со вчерашнего дня подключили общественность, то есть на каждый вечер у нас там с 8 часов вечера начинается поступление обратной информации о проведенных, так скажем, мониторинге, проверках, то есть которые проводились в том числе общественными организациями и активными гражданами. Да? То есть на сегодняшний момент практически везде у нас подтверждается то, что автобусы обрабатываются специальными средствами, то есть мойка проводится, делаются соответствующие отметки в путевых листах. Важно всем понимать, что это всего лишь меры профилактики. Заболевших коронавирусом на территории республики нет, заверила вице-премьер. У нас заболевших сегодня на территории республики нет. Мы не создаем панические настроения, мы просто докладываем о текущей ситуации. И меры профилактики, они должны выдерживаться всеми. Речь идет только об этом. Коронавирус не повлияет на курортный сезон в Крыму. Об этом заявил первый замминистра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котляр на заседании в Ялте. Какие меры безопасности применяются в гостиницах полуострова, знает Мухаммед Закирьяев. Перед входом в гостиничный комплекс у каждого гостя и сотрудника специальным бесконтактным аппаратом проверяют температуру тела. Она должна быть в норме. Это 36,6. Если выше, на территорию отеля не пропускают. Замерить температуру. Все хорошо. Можете проходить. Хорошего отдыха вам. Таким термометром сотрудники гостиничного комплекса пользуются 3 дня. Да, наш отель снабжен аппаратами Sensitec. Этот аппарат меряет температуру тела. Его мы подносим к человеку на расстоянии от 5 до 15 сантиметров. И буквально пару секунд, и мы уже знаем температуру тела у человека. Профилактические мероприятия закончены. Посетители перед входом в конференц-зал обрабатывают руки антисептиком. Депутат Госдумы Сергей Подубный следует всем правилам.
По всей территории крупнейшего гостиничного комплекса республики расположены вот такие вот дезинфицирующие аппараты со специальной спиртовой жидкостью. При входе каждый гость должен обработать ею свои руки. Этот отель, как и другие в Крыму, повышает уровень санитарной защиты. Мы наносим средства на ветошь, уборочную тряпку и протираем все поверхности, к которым прикасаются люди. То есть и каждая уборка производится в течение дня, как я уже сказал, каждые полчаса. Здесь проходит заседание. Главная тема обсуждения спикеров со всего Крыма – обеспечение безопасности гостей и сотрудников гостиничных комплексов от распространяемой болезни коронавирус. Мы закрыли сейчас, к сожалению, и вынуждены были это сделать, так скажем, однодневные посещения курорта, потому что мы не можем контролировать тех гостей, которые приезжают на несколько часов. И это тоже мера профилактики определенная. Безусловно, это дискомфорт для гостей, но мы считаем, что нам важно обезопасить тех, кто приехал отдыхать на курорт. Несмотря на пандемию, гостиничные комплексы республики продолжают свою деятельность. Бизнес-проекты, да, которые уже сейчас должны поработать из-за коронавируса, они просто сейчас их закрыли или как-то перенесли на какое-то время. Это тоже очень важно решить, как быть по финансам с этими проблемами. Потому что я так понимаю, что это проблема и у гостиниц, и у санаториев, и вообще у всех тех, кто завязан в бизнесе, в туристическом. То есть сейчас будут нести очень большие убытки на самом деле, потому что люди боятся, люди будут сидеть дома. Хотя, с другой стороны, я думаю, что летом будет... Я рассчитываю, будет больше наплыв, чем в прошлом году, потому что люди побоятся выезжать, и все поедут отдыхать в Крым, или в Краснодарский край. По мнению экспертов, из-за коронавируса владельцы гостиничных отелей и предприниматели Крыма и России убытки не понесут. Государство будет их всячески поддерживать. Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер, направленных на помощь бизнесу. Определена сумма, это 300 миллиардов рублей. И на сегодняшний день прописываются мероприятия, на которые эти средства будут направлены. При этом в этих мероприятиях есть отдельная статья, она так и называется, мероприятия, направленные на поддержку предприятий в сфере туризма и авиаперевозок. По итогам сегодняшнего заседания было принято решение не повышать стоимость проживания в отеле. В том числе турбизнес будет создавать акции, привлекать своих клиентов посетить именно их отель. По мнению спикеров, гость выбирает не только стоимость проживания и питания, но и безопасность. А в Крыму это гарантирует. Мухаммед Зикиряев, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. В Симферополе нет дефицита продуктов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург. 17 марта специалисты проводят ежедневный мониторинг цен в крупных торговых сетях, вне сетевых магазинах и нестационарных объектах города. Это идет мониторинг как ценовой политики, так и наличия продовольственного запаса на торговых объектах и направляется в министерство для обобщения. На сегодняшний день никакой паники нет. Торговые запасы на предприятиях торговли есть в достаточном количестве. Рынки и ярмарки столицы работают в прежнем режиме, а ценовая политика стабильная здесь. Ситуация по ценообразованию стабильная, ажиотажа нет, цены на прежнем уровне. Ситуация вполне допустимая к тому, что нет того ажиотажа, который есть в других регионах или в других странах. Такого в Крыму нет. С 23 марта воспользоваться услугами «Мои документы» можно будет исключительно по предварительной записи. Эти меры нужны в целях профилактики распространения коронавируса. Получить талон можно при наличии учетной записи в единой информационной системе. Приходить в центры «Мои документы» не обязательно. Записаться или узнать все подробности, в том числе и для льготной категории граждан, можно на портале МФЦ. Ссылку вы видите на своих экранах.
Мимо расписания. Жители поселка Школьное жалуются на плохую транспортную доступность. Выехать они могут лишь на 175-м рейсовом маршруте, но дождаться его в час пик невозможно. В ситуации разбиралась Наджия Исаева. Это кадры, снятые вечером на остановке Павленко. Люди выстроились в большую очередь, чтобы уехать домой. Они ждут маршрут 175 Симферополь-Школьная. И так каждый день. У нас каждый день такие очереди километровые собираются вообще здесь. Вот мы вчера стояли, например, полчаса, и автобуса не было. Вот. И вчера было холодно, все замерзли. Когда час стоим, когда бывает утром, не бывает и автобусов, даже 2 автобуса не было на днях. Получается, едешь на работу, а приезжаешь уже, опаздываешь часа на 2. Расписание вы видите, где-то висит в автобусе? Нам рассказывают, что висит на остановке. На какой? Остановка здесь расписания нет, в автобусе нет. Это что? Это называется издевательство. В таких очередях люди стоят и утром, и вечером. Но через полчаса после приезда нашей съемочной группы в поселок маршрутки начали ходить чаще, чем обычно. Почему редкий? Сегодня 15 минут назад уехал автобус. Это что, редкий? Рейсовый автобус должен курсировать каждые полчаса. В час пик и такого графика для маршрута, обслуживающего сразу несколько поселков, недостаточно. А некоторые водители расписание и вовсе не соблюдают. Автобусы ходят в час пик через 40-50 минут, когда людей набирается по 70-80 человек на остановке. Люди остаются, это в Школьном, а в Родниковом и в Новом Мире люди вообще их не забирают. Объяснять причины многие водители отказываются. Вот меня сначала спросили, хочу я сниматься или нет. У перевозчика нет своего подвижного состава, говорит Валентина Бойко. Из предложенных на тендере 8 автобусов ходят 3-4, а на выходных 2. К тому же автобусы еще и ненадежные. За прошлый год было 3 возгорания. Для того, чтобы выехать в город, получается 2 часа только мы добираемся, находясь совсем практически рядом с городом Симферополем. Жители уже и не первый год просят, чтобы маршрут заезжал в населенный пункт. Сейчас расстояние от центра поселка до конечной остановки составляет почти 2 километра. У меня больное сердце. Я, например, туда наверх на маршрутку не могу выйти. Вообще это для меня нереально. Я готова даже там лишних 10 копеек заплатить, 10 рублей, чтобы сюда подошла маршрутка. Начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Минтранса Крыма Николай Лукашенко заверил, предписание перевозчику отправлено. Проверка проводилась. Из 8 автобусов курсировало только 3. Сейчас же на маршруте работают 5. Остальные пока на ремонте. Сейчас стоит вопрос в том, что перевозчику поручено разместить расписание на остановках временное до момента выхода в полном объеме автобусов. В настоящее время и у него увеличено количество до 5. Итог ждем следующей неделе до 8. И параллельно для того, чтобы все вопросы снять, мы объявили конкурс на данный маршрут. Тендер пройдет в апреле. Жители и администрация поселка надеются, что по маршруту Школьная Симферополь будет курсировать другой перевозчик с менее проблемным подвижным составом. Для этого в Министерстве транспорта республики делается все необходимое. Уже многие городские пригородные маршруты обновили свой гараж. Наджия Исаева, Виталий Голубев, Максим Турчев, телеканал Милет. Как ведется учет и обработка информации об оплате за коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и кому начисляется пеня за задержку? На эти вопросы ответил директор организации ЖКХ «Контроль Республики Крым» Анатолий Петров во время пресс-конференции в Симферополе. Счета регионального оператора не изменились. Лицевой счет остался, и можно продолжать те же самые 50 рублей. Мы знаем, на 2020 год все осталось точно так же. Можно также продолжать платить. И это важная информация, которую все должны знать, чтобы не накапливать этот долг, и потом эта сумма не оказалась какая-то большая. С 1 марта 2020 года изменились правила обслуживания потребителей коммунальных услуг и платеж за мусор. Теперь расчеты с абонентами производит единая организация «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр». Практически все силы нашего предприятия брошены на то, чтобы эти изменения внести в максимально короткие сжатые сроки. Поэтому у меня большая просьба ко всем нашим согражданам отнестись к этому с небольшим терпением, и будьте уверены, что никто вам лишние деньги не насчитает, что эти изменения будут внесены
И перерасчеты с 1 января 2020 года будут осуществлены всем. Автоматически? Автоматически. Бывший главврач Ленинской центральной районной больницы предстанет пред судом за взятку в крупном размере. В декабре прошлого года он получил от юриста 500 000 рублей. С поличным его задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина может получить 12 лет колонии, а также его могут лишить права заниматься врачебной деятельностью на срок до 15 лет. В Крым идут заморозки. На выходных температура на поверхности почвы и в воздухе понизится до -3. МЧС призывает соблюдать меры безопасности, не отапливать жилье при помощи газовых плит, одеваться по погоде и воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность. А водителям быть предельно осторожными на дорогах. 169 лет со дня рождения великого крымско-татарского просветителя, издателя, градоначальника Исмаила Гаспринского. Сегодня к бюсту исторической личности в Бахчисарае возложили цветы. О значимости и о деятельности мыслителя и философа расскажет Руслан Минаев. Директор музея имени Исмаила Гаспринского показывает сохранившиеся части фонтана, который был посвящен спасению царской семьи от гибели в результате крушения поезда в 1888 году. И надписи, которые сохранились вот на этих мраморных плитах, можно увидеть, они представлены здесь. Написание и текст, сложение текста Исмаил Гаспринский принимал непосредственное участие вместе с учителем Ахмедом Эфенди. Фонтан был установлен при содействии Исмаила Гаспринского. Экспонаты и фотографии тех лет выставляются в доме музея Гаспринского впервые. Сам фонтан не сохранился, его можно увидеть только вот на фотографии этой. Фотография у нас хранится в фондах Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Сегодня Исмаила Гаспринского вспоминают в его родном Бахчисарае. Начали традиционно с праздничной молитвы. Его идеи актуальны на все времена. Из-за этого, вот сколько бы лет ни прошло, все люди помнят, и не только вот здесь в Крыму, а по всему миру. Что может быть актуальнее? Просвещение. Его главная идея была просвещение, правильное просвещение. И даже в Коран начинается с икра, да? То есть читай. Почтить память великого крымско-татарского просветителя сегодня пришли не только представители администрации, но и школьники. Ежегодно мы с классом подходим к бюсту и Исмаила Гаспринского и почитаем его память. Я считаю, что мы должны чтить и помнить память великого сына крымско-татарского народа. Свежи архивные документы о Гаспринском и как о градоначальнике. Городским головой Бахчисарая Гаспринский стал в 28. За 5 лет на этом посту, благодаря прогрессивному, а самое главное, хозяйственному подходу, Исмаилу Гаспринскому удалось наглядно показать способность местного самоуправления удачно использовать муниципальные ресурсы. Экономия и порядок. Эти принципы выражались в одном из первых правил о содержании в чистоте и порядке Бахчисарая. За довольно короткий срок службы людям Исмаил Бей оживил транспортную инфраструктуру и внешний облик города. Когда Исмаил Гаспринский уходил, конечно, народ, который здесь проживал, они хотели бы, чтобы он остался, но получается, что он уже видел себя в другом. Он полностью уже начнет заниматься издательской деятельностью. Основав знаменитый Терджиман, Исмаил Бей прославился и как выдающийся издатель. Его детище просуществовало почти 35 лет. Газета долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в России, а с начала 20 века старейшей мусульманской газетой в мире. Руслан Минаев, Максим Турчев, телеканал Миллет. В Крыму готовятся к Наврез-Байраму. Отмечают его ежегодно 21 марта. День весеннего равноденствия – один из национальных праздников крымских татар и других тюркских народов. По традиции, раньше девочки украшали волосы подснежником, символом Навреза. И вместе с мальчиками ходили по домам, рассказывали стихотворения, исполняли песни. Так они сообщали о наступлении весеннего праздника. Подробнее об обычаях расскажет Мухаммед Зикиряев. Методист по научной просветительской деятельности Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Шафика Абдураманова показывает национальные костюмы крымских татар, которые одевали во время празднования Наврез-Байрама. Посмотрите, в основе елек, то есть вы можете одеть только жилетку, а потом, видите, рукава, они отдельные, они пристегиваются. Вот на... Это один из главных праздников крымско-татарского народа. В этот день принято готовить вкусные блюда, такие как кобете и куриный суп с лапшой.
символ Навреза подснежник. Этим цветком свои волосы украшали девушки, а мальчики надевали национальные наряды и маски с изображением животных. Ходили в гости к сельчанам и поздравляли их с наступлением весны. И сам праздник проходил очень красочно. Вот это было такое всенародное гуляние. Обычно его встречали, но, естественно, на природе. Выходили за пределы села. Вот. Естественно, были песни, были танцы. Наврез празднуют не только крымские татары, но и другие тюркские народы. Раньше жители Крыма ежегодно 21 марта собирались у родника и слушали старейшину, который читал молитвы. Так они просили у Всевышнего высокого урожая. И в этот день обязательно нужно было высадить что-нибудь в огороде. А в библиотеке имени Исмаила Гаспринского открылась выставка, посвященная Наврез-Байраму. На ней представили издания с самыми интересными фактами. Отдельно хотелось бы выделить книги, которые имеются у нас в фонде Рифата Куртиева. Это один из первых исследователей крымских татар, который занимался именно календарными обрядами крымских татар. Книга «Праздники Наврез и Хыдырлес» у крымских татар, календарные обряды крымских татар, а также крымские татары, этническая история, традиционная культура. И вот в этой книге описана именно песня «Сары Эчким», которая обычно исполнялась детьми вот в празднование Наврез-Байрама. Крымчане вспоминают традиции и уже сегодня готовятся к весеннему празднику. Мы радуемся Наврез-Байраму, готовим различные блюда. Я желаю всем крымчанам долгих лет жизни и здоровья. Наврез – это Новый год для крымских татар. Я в этот день с дочерью готовим вкусные блюда, сидим и отдыхаем. Наврез-Байрам – это наш национальный праздник. Мы всегда готовим там вкусные блюда, и это всегда очень традиционно и семейно. И уже завтра Наврез-Байрам отметят в разных регионах республики. Мухаммед Тикряев, Асан Ибраимов, телеканал Милет. 90 лет исполнилось Гулизар Абкадыровой, жительнице села Синицыно Кировского района. Активная и жизнерадостная. В роду она не единственная долгожительница. Празднует с утра в кругу любимых внуков, детей и самых близких. Почетным гостем юбилея стал и депутат Госдумы Руслан Бальбек. Подробности знает наша коллега Эльмаса Блакимова. Одна к одной все как на подбор. Хрустящая, сочная, свежеиспеченная самса. Гульзар Хартана аккуратно раскладывает ее и подает к столу. Сегодня Гульзар Абкадыровой исполняется 90 лет. Стол по-особенному праздничный. Здесь и домашняя пахлава, которую тоже готовила Гульзар Ханум, и горячие лепешки. Дульбер. Моя мамочка очень активная, мы ее любим. Она у нас на все праздники поет, любит готовить, испечет рулет или булочки и угощает всех соседей. Она родилась в Тарахташе, ныне дачная в Судаке. Пережила выселение и тяжелое возвращение на родину. Работала на стройке, каменщиком и на заводах. Там работало около 3000 человек. Мою фотографию повесили на доске почета. Много благодарностей давали. Все тяготы жизни перенесла стойко. Воспитала 3 детей. Сейчас она бабушка 4 внуков и 5 правнуков. Хоть они и далеко, говорит Хартана, поддерживают связь через интернет. А к мудрым наставлениям любимой бабушки прислушивается вся семья. Не нужно говорить плохих, злых слов. Пусть все живут правильно и в мире друг с другом. А Гульзар Хартана в селе знают многие. Она долгожитель района и активистка. Любит петь и, рассматривая уже пожелтевшие фото, часто вспоминает о прошлом. Поздравить ее с юбилеем приехали гости с района администрации, депутат Госдумы Руслан Бальбек. Хотелось бы пожелать, чтобы наш крымско-татарский народ был таким же стойким, таким же, наверное, жизнерадостным, как Гулизар Хартана. То достоинство, воля к жизни, которое присутствует у нее, чтобы оно распространилось среди всех наших жителей. Редакция Хаберлер также присоединяется к поздравлениям и желает Гульзар Ханум всегда оставаться такой же здоровой и жизнерадостной. Эльмаса Блакимова и Рафаэль Вахидов, телеканал Милет.
Наша редакция продолжает рубрику об интересной жизни крымских татар. Сегодня мы расскажем о творческой деятельности мастера по художественной ковке. Рифат Куртвелиев делает традиционную медную посуду. Электросварщик по образованию возрождает народное ремесло. О творческом пути Рифата ага сюжет Айши Шулаковой. Четкими ударами керна и молотка Рифат Куртвелиев наносит рельеф на металл. Совсем скоро в руках талантливого ремесленника этот лист меди превратится в джезве – традиционную посуду для приготовления кофе. Эта турка рассчитана на 4 чашки кофе. В своих работах мастер по художественной ковке придерживается стиля старинных мастеров. Это замок. Его называют гребнем. Медь не любит суеты. Это тонкий металл, но жесткий. Его нужно разогреть. В таком состоянии материал становится более пластичным. Это будет дном турки. Потом я еще сделаю горлышко. После окончания работы вымою джезве лимонной кислотой. Затем патинирую. И все, изделие готово. Работы мастера уникальны. Некоторые изделия носят названия старинных крымско-татарских топонимов. Эту турку я назвал Алушта, а эту Эскиюрт. Когда изготавливал это изделие, то оно мне напомнило гору Четырдак. Так и назвал. Вот Достум. А это Шума. Назвал так в честь своих предков, они оттуда родом. Художественной ковкой Рифат Куртвелиев увлекся не случайно. Еще в детстве занимался резьбой по дереву, затем чеканкой. Мужчина по профессии электросварщик, поэтому ему хорошо знакомы свойства и возможности металла. Мой дядя был кузнецом. Он изготавливал ножи, турки и прочие изделия. Был мастером на все руки. Увидев у него турку, сразу же заинтересовался. Взял немного меди и сделал что-то похожее на турку. Вот уже более 10 лет Рифат ага делает традиционную медную посуду крымских татар. Саны, специальные подносы с крышкой для хранения мучных блюд, гугумы, кувшины для воды, чегырдыхи, ножи для обрезки янтыхов и чебереков и джезве турки для приготовления кофе. В старину крымские татарки с такими медными кувшинами ходили за водой к роднику. В них вода насыщается полезными элементами и долго хранится. Медные изделия Рифат ага нужные и практичные. Это медный поднос с деревянной подставкой. Такие использовали вместо стола, когда приходили гости. На нем изображен старинный орнамент. Увидел его на старинном экспонате и использовал в своей работе. Использовали его и в других целях. Когда девушка выходила замуж, золото, одежду и сладости несли на таком подносе вслед за невестой. Потом молодожены использовали его и в быту. В своих работах мастер использует и крымско-татарский орнамент, а расшифровать его тайный смысл помогает Рифат ага художник-этнограф Мамут Чурлу. Теперь ремесленник искусно использует его в своих работах, даже выработал свой авторский стиль. Рифат ага всему обучился сам, сейчас осваивает и живопись. Весна наступила. Теперь можно во дворе установить планшет и иногда писать картины. Сейчас Рифат Куртвелиев готовится к выставке «Крымский стиль». Ее откроют в мае в Симферопольском доме художника. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатиме Сейдаметова. Всего доброго.